milli duygularına uyanır. Tataristan Kim Tatarca? Söyle şunu. Tatarlıklı sapı. Gıybetke umtuluk. Tatar halkı, Tatar devletini yavadan kul Türkiye'den ya o bir Devleti bulmayan millet. Tatar yazmaları, Tatar yazmaları. Здравствуйте, в эфире программа «7 дней» в студии Ильшат Аминов. Как говорится, давно не виделись. Сегодня вы увидите. Из Америки с любовью. Как живут сегодня татары в США и что поют за американским столом? Далеко видит тот, кто решается поднять голову, говорит арабская пословица. Сегодня мы тоже решили попытаться изменить масштаб программы, вырваться за пределы обыденного. На прошлой неделе съемочная группа канала «Татарстан. Новый век» вернулась из Америки, мощной страны, которая так боится маленьких террористов. У меня на столе сувенир, который я купил в Нью-Йорке. Это рулон туалетной бумаги с изображением Бен Ладена на рабочей поверхности и надписью «Смой терроризм». Владимир Путин, как известно, призывал мочить террористов в сортире. Американцы реализовали этот призыв на практике. За $7.95 можно смывать в унитаз террориста номер 1 ежедневно. От трагедии до фарса и обратно, как известно, один шаг. Многие в США говорили нам, что Буш собирается развязать крестовый поход против мусульманского мира и что его трудно остановить. В этой связи нам интересно было узнать, а как живет в Америке татарская община. Так что предлагаю на некоторое время перенестись на Бродвей, где мы и продолжим нашу программу. Именно здесь, на Бродвее в Нью-Йорке, понимаешь, что в Америке, как в едином котле, сплавляются все нации и народности мира. Татары Америки пока еще чувствуют связь с исторической родиной, но им кажется, что с каждым годом эта связь становится все более хрупкой. В этом небольшом доме в центре Нью-Йорка располагается Ассоциация татар Америки. В дни Уразы нас пригласили сюда Ауз Ачарга. Так называется прием пищи после захода солнца во время мусульманского поста. Многие из тех, кто собрался за этим столом, никогда не видели родины. Одни приехали из Японии, другие жили в Турции и Китае. Через поколения они сохранили не только язык, но и рецепты национальной кухни. Татарский дом в Америке всегда рад гостям. Татарская организация выкупила этот дом в 1968 году. Община у нас большая была в то время. 500 человек было. Все складчину сделали. С каждой фамилии по $100 собрал. В то время, это в 1968 году. И так вот в этом состоянии мы выкупили дом. Ассоциация татар Америки недавно отметила свое 80-летие. Долгие годы ее возглавляла Рукия Вифали. Она родилась и выросла в Китае. Всю свою душу и сердце вложила в объединение татар. Моя мать меня воспитала 100% татаркой. В Китае было очень большое общество татар. В первую очередь построили очень красивую татарскую школу и построили мечеть. Саида Ханум, президент Ассоциации татар Америки, считает, что если татары смогут развивать свою культуру, свой язык, они сохранятся как нация. В то же время она удивляется, почему в столице Татарстана так мало говорят на татарском, почему родители не учат детей родному языку. У меня 4-е поколение за границей. Я говорю на своем языке, и мои дети говорят, и внуки говорят. А вот правнуки – это проблема. Уже не думаю, что они будут татарами, они будут американцами. Я так думаю. Молодежь сейчас разбежалась, как они устранятся все, устоят, так они все вернутся опять же так. Мы все так были. Когда-то ничего не признавали, а когда ты уже фундамент свой встаешь, ворачиваешься к своим все равно. Benim Faradim Suyu. Татарский знаешь? Ну, по-русски не понимаю. Окей. Эту ганты, матурты, это янка, янтели. Дунья
uyan. Bizning Tatariston Kim Tatarca söylesin. Tatarlıkны сатылды. Gıybetke umtulu. Tatar halkı, Tatar devletin yavadan kul Türkiye dünya Devleti bulmagan millet Tatar yazmaları.